Уважаемые читатели, Кушмурунская детская библиотека предлагает вам совершить слайд-путешествие во времени. Книга, как и прежде, всех нужнее. Чтение в жизни играет огромную роль. Книги помогают узнать что-то новое, поддержать беседу или блеснуть эрудицией в компании. Читающий человек редко чувствует себя одиноким. С помощью хорошей истории может быстро отвлечься от гнетущих мыслей, лучше понимать мир и окружающих его людей. История книги – это история технических новшеств, связанных с изготовлением книг. Эти новшества улучшали хранение текста, доступность информации, мобильность книги, уменьшали стоимость ее производства. После изобретения древней цивилизации систем записи люди начали использовать для письма почти все, на чем можно было писать – глиняные таблички, кору дерева, листы металла и многое другое. Эпоха зарождения письменности считается 4-3 тысячелетие до нашей эры. Однако споры среди исследователей о том, какие книги были первыми в мире, не утихают. Ученые причисляют к первым книгам месопотамские глиняные таблички с клинописью, на которых древние люди наносили важные сведения с помощью заостренной бамбуковой палочки. Содержание было преимущественно бытовым, сколько было потрачено, а сколько получено. Самая старая табличка с клинописью из обнаруженных археологами датируется примерно 3500 лет до нашей эры. Цивилизации Древнего Египта принадлежит знаменитая книга мертвых. Это свитки с религиозными гимнами, которые было принято класть рядом с усопшими. Самые древние экземпляры книги мертвых, обнаруженные археологами, датируются серединой второго тысячелетия до нашей эры. Древние шумерские и египетские тексты не являются книгами в полном смысле этого слова, это лишь отдельные записи. Древнейший письменный памятник, который можно назвать книгой, известен под названием «Поучение Шурупака» около 2600 года до нашей эры. Это полноценный литературный памятник. Эта клинописная табличка содержит наставление шумерского царя Шурупака своему сыну Зеусудре. Если считать книгой не свитки и не таблички, а скрепленные воедино листы, то самую древнюю книгу создали этрусские. Она была изготовлена около 600 года до нашей эры и состоит из 6 золотых пластин, соединенных между собой золотыми кольцами. Первой точно датированной печатной книгой является буддийская алмазная сутра, изданная 11 мая 868 года. Это 5-метровый бумажный свиток, который заполнен иероглифами, был обнаружен в Китае в 1907 году. К одной из древнейших книг относится Синайский кодекс, датированный IV веком нашей эры. На его пергаментных страницах написаны христианские заветы и послания. До наших дней сохранился экземпляр одной из известных древнерусских книг «Новгородский пластырь» 1036 года. Это 3 дощечки из липы с залитым воском основанием и отверстиями для скрепления. В Индии в качестве письменного полотна использовали бамбук и кожу животных, но чаще применялись высушенные и разглаженные пальмовые листья. Затем готовые тексты аккуратно сшивались и скреплялись с помощью деревянного переплета. Древний город Пергам, ныне Бергам в Турции, некогда был столицей Пергамского царства Малой Азии. Находившаяся там библиотека хранила на своих полках более 200 тысяч книг. Рукописи создавались философами на пергаменте, специальном материале, сделанном на основе индупленной сыромятной кожи животных. Книги всегда были источником знаний. До сих пор многие предпочитают читать бумажные книги из-за непередаваемого запаха и ощущения бумажных страниц. Детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В XVIII веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо и «Путешествие Гулливера» Свифта. Не менее популярными были сборники восточных сказок. Только в XIX веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности, сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена. Роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли огромна. Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге. В настоящее время детская литература – это целое отдельное направление в литературе. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявило 2021 год годом поддержки детского и юношеского чтения. Глава государства Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сказал: интерес к чтению, познанию окружающего мира через книги должен формироваться у детей со школьной скамьи, а библиотека должна быть местом сосредоточения этого интереса, проводником в этот увлекательный мир книг.
Книг в нашей библиотеке очень много. Это и сказки, красивые, увлекательные. А по мере взросления вы будете знакомиться с более серьезными произведениями казахстанских писателей и писателей мирового значения. Ведь книги – это ваши друзья и верные спутники в жизни, ваши наставники и ваши путеводители. Любите книгу, читайте книгу, берегите книгу. Приглашаем вас в Кушмурунскую детскую библиотеку. Спасибо за внимание.